1 января 2017 года были внесены изменения в жилищное законодательство. Из коммунальной услуги расчеты по общедомовым нуждам квартирно-жилого дома перенесены в жилищную услугу. Также появилась квитанция, повышающая коэффициент. О том, что это такое, расскажет директор расчетно-биллингового центра. Он применяется к коммунальной услуге, которая не охвачена прибором учета. То есть мы все знаем, что существует 261 закон Российской Федерации, который обязал всех нас, не только население, то есть жильцов, но и ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, оприборить все энергоресурсы. То есть мы должны четко понимать, сколько мы чего потребили и потратили. Вот те, кто до сих пор этого не сделал, то, что касается населения, это как раз вот эти повышающий коэффициент в размере 1,5. Это довольно существенная величина. Там, где не стоят индивидуальные приборы учета, они уже получили за март месяц, уже получили квитанцию с начисленными, уже с фактическим начислением повышающего коэффициента. Повышающий коэффициент не начисляется по аварийным домам и в случаях при отсутствии технической возможности установки счетчиков. С мая месяца введены изменения относительно даты оплаты и расчета за употребление воды и электроэнергии. Показания можно принести в любое время, но желательно это делать с 20 по 25 число месяца. Необходимо приносить показания прибора учета, все кассиры платежных агентств примут и внесут в программу, но расчет по ним произойдет 30 или 31 числа в последний день месяца. Для чего это делается? Во-первых, мы с вами будем оплачивать фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги за прошедший месяц. То есть, придя в кассу 2 числа, потому что 1 закрытие где-то там рихтуется, но 2 всегда уже все расчеты уже есть в программе. Вы приходите в кассу в любую, оплачиваете, вам говорят сумму, уже та, которая за прошедший месяц рассчитана. Вы можете произвести. Никто не запрещает платить авансом. То есть у нас же как сделана программа? Начало месяца, там, где не задействованы приборы учета, расчет уже произведен. То есть вы пришли, у вас полный есть расчет по прошлому месяцу, да? Это уже фактическое ваше потребление. А за этот месяц у вас жилищные услуги уже насчитаны. Это аванс. Передать показания счетчиков за коммунальные услуги можно осуществить с помощью личного кабинета, а также принести на почту, банки, кассы платежных агентов, управляющих компаний и ТСЖ.